снова с вами ваша любимая рубрика «Голая правда». Сегодня в нашей рубрике «Голая правда» бизнес-бися, блогер, знаменитый блогер Республики Татарстан Гулия Валиахметова. С чего начался твой путь блогерства? Я знаю, что этот вопрос все задают, но все равно это очень интересно. У нас был магазин, Ага. и мы приглашали разных блогеров, чтобы рекламу. рекламу делать. Я еще такая думаю, ни хрена блогеры зарабатывают, это тогда. А Ага. потом думаю, надо тоже развиваться, чтобы я сама могла рекламировать свой магазин, например. Ага, а что за магазин, например? Одежды, магазин одежды. А, у тебя магазин одежды, получается, что ли? был. Слышь, кто такой на самом деле твой папа? Родной папа, не отчим, про отчима мы потом. Об этом, кстати, я все еще ни разу не рассказывала. Вот тоже. поделись! Потому- Эксклюзив, Густав, эксклюзив! Потому что это Энин Тормаша, Миника Тугель. Это же мамины мужчины, можно сказать, мамины Ну, мужья. он же твой папа. Это мой папа, да. Ну, это тут- значит, тоже Но Енина я же Тормаш. отчиму тоже не показываю. Их Ага. нет. Ну, то есть и папу не показываю, и отчима не показываю. Отчим прекраснейший, добрейший человек. Да, Ну, я слышала, кстати, вот твой отчим полностью обеспечил тебя, да? Когда? В смысле, сейчас? Ну, Нет, вообще он там нет. это обеспечивал и обеспечивает. Квартиру купил. А, тебе отчим, да? Да. Прикиньте, Дуфтар, какой отчим у Гулии Валиахметовой. Квартиру купил. Родители бизнес на Латинде. Ага, что за бизнес у родителей? У них там хлеб делают, молочный завод, тудым-сюды, магазинчики. Так, молочный заводик. Нет, нет, у него должность еще хорошая отчим. Ну, Да, я не хочу какая рассказывать. Он же должность? убьет меня, убьет. Ну ты скажи, где-нибудь там Устек. Ухан пенсияшек-то вообще. Ну вот Не на пенсия днях. нас, тем более можно Хорошо! рассказывать. Он был генеральным директором нефтяной компании. У него хорошая зарплата была. Офигеть, Дуфтар, кто твой папа? Вот всем интересно, между прочим. Мне тоже интересно, кто же твой папа? Пенсионер, обыкновенный человек, рабочий. Он работал всю жизнь, кстати, строителем, каменщиком. Он рано вышел на пенсию, он на пенсии, живет в деревне. Мы с ним общаемся. А чем занимается мама? У нее, ну, бизнес инда у них, вот у нее. Ага, какой бизнес? Ну вот и шел Малой? магазин нар, кафешка. Ага. Что еще у них? Свое производство, колбасные изделия, вот опять же вот это вот. Я еще слышала, что у тебя аптеки есть. Это правда У вообще? меня одна аптека. Одна аптека, да? Что за аптека? Обычная аптека, наша аптека Дебатова. Ну, ты сама открыла или вот родители тебе помогли? Вот, родители мне дали квартиру, получается, в свое Ага, время, ага. и помогли открыть аптеку. Ну, ты, короче, такая самодостаточная женщина, да? Такая прямо этот бизнес-бися настоящая. И еще плюс блог ведешь. На маркетплейсах еще магазины же есть. А. Вот аптека, маркетплейсы, блог. Ага. Вот Как у ты меня все мой успеваешь? доход. Как ты все успеваешь? Так же, как и ты. Гулия, ты же жена знаменитого композитора, знаменитого автора хитов Марата Мухина. Как так получилось, что ты за него замуж вышла? Он же вообще-то был женат, и у него уже были дети. А ты вдруг тут намылилась, появилась такая, и бац, его отбила. Ты его отбила, да? Потому что, знаешь что, я, короче, в интернете читала, знаешь что, там люди пишут, не люди пишут, а его бывшая жена пишет. Диля Нигматуллина. Диля Нигматуллина, Ну, да, его пишет. бывшая жена. Я видела интервью, и она там, короче, говорит, мои бывшие подруги выходят замуж за Марата. Почему она так сказала? Ты, получается, бывшая подруга Диля Нигматуллиной была, что ли? Его бывшей жены? Я с ней познакомилась месяц назад. А почему она так написала? Откуда я знаю, я не видела. А почему, да? Может, ты не так поняла? Нет, я так все поняла. Да, Оставляю, доктор, этот пост, прочти внимательно. Неужели я тупая и плохо понимаю? Мы с Маратом познакомились. Как познакомиться, У нас рассказывай? на дне рождения у Дамира Сабирова. Ага. Мы сидели против друг друга. Дамир Сабиров их свел, понимаете? Не- Дамир Сабиров, ты что творишь? Ты почему и свел женатого Марата Мухина с Гулиевой? Он уже там уже развелся, был 2 года как. Когда он был разведен, ладно. Мы даже не познакомились, я его первый раз увидела Марата. Вот тогда он мне понравился. Первый раз его увидела вживую Марата. Ага. А ты тогда вообще знала, кто он такой? Знала уж. Да? Я еще тогда подумала, нифига, он нормально постригся. У него же раньше прическа была дурацкая, помнишь? А ты, наверное, не знаешь, у Марата раньше прическа была, вот здесь длинные волосы, тут все коротко, здесь длинные, как Билан. Ага. Вот такая мода Он, была. наверное, фанат Билана. Наверное, я еще И когда на чё? него смотрю, думаю, блин, ну, как бы нормально. Ага. Да сейчас, блин, наконец-то. Ага. В общем, он произвел хорошее впечатление. Почему он произвел на тебя хорошее впечатление? Мне вот это интересно. Потому что, знаешь как, мы же сидим за столом, Ага. киндер-ките, и мы там начинаем о них разговаривать. Ну, не то чтобы о плохом, ну просто так. Вы видите, как и все мы тут так.
когда кто-то уходит из-за стола, мы сразу про него начинаем чесать. Да. Типа того, да. Ну, неплохой именно. Ну, да, еще кого-нибудь может обсуждать. И Марат все время нам рот затыкал. Никсис Силисис. Зачем вы так говорите? Зачем вы, типа, обсуждаете Да, кого-то, да. прикинь. Да. А я такая думаю, нифига себе какой. Типа, я первый раз вижу такого человека, что вот такой вот, понимаешь? Вместо того, чтобы вместе с нами, понимаешь? Да. Это же, между прочим, достойный мужчина, между прочим. Вот до сих пор... Потому что мужчины тоже, между прочим, очень любят посплетничать. Очень даже. Хлебень не корми. Вот Альберт у меня очень любит посплетничать. Мы с ним в бане всех и вся обсуждаем. Вообще, по 3 часа бывает сидим обсуждаем. А прикиньте, Марат Мухин, оказывается, не любит сплетни и не любит обсуждать. Вот мы с ним не разговариваем по этому поводу. У вас разница в возрасте сколько? 4 года. Всего лишь, что ли? А мне казалось, где-то год, лет 10 казалось. Нет. Он выглядит старше, да, кстати? Или ты сейчас Да, постарше? кстати, он выглядит старше, я тоже обращаюсь. Гулья только сейчас поняла, что действительно он выглядит старше. А хотя разница в возрасте, доктор, 4 года. А я почему-то думала, что у них разница в возрасте где-то лет 10. Мне, блядь, я сейчас шла квартайда еще плюс. Да? Ну, я сейчас смотрю на фотки, он реально прям это глазки, вот, ротик, вот. Да? И как-то он меня пригласил куда-то в кафе. Первый раз. И вот так вот, еще, вот мы начали так потихоньку в свет выходить вместе, на концерты ходить. Встречаться начали. Через 8 месяцев поженились, он мне предложение сделал. И еще знаешь, какие слухи ходят, Гулья, что ты, оказывается, обеспечиваешь свою семью от и до. А Марат Мухин, оказывается, не так много зарабатывает своими песнями. И ты, короче, добытчик в семье. Это правда? Давай. Сей с лимончиком. Сей! Щей. Марат очень хорошо зарабатывает. Да? Он вполне зарабатывает столько, ну, чтобы содержать семью. Сколько стоит один хит у него? Одна песня? От 100 и выше, по-моему. От 100 и выше? Прикиньте, доктор, у Марата Мухина одна песня стоит от 100 и выше. Представляете мне, доктор? Одну песню он пишет 2 месяца. 2 месяца? Шучу. Он, кстати, кто не в курсе, Марат Мухин очень талантливый автор песен, который пишет Гузель Уразова, Анвар Нургалиевка. Ну, короче, подождите, кикаем, да. Многим звездам пишет песни. И в тот раз, когда я, короче, он мне там что-то... Кстати, он мне тоже огонечек отправил. О чем говорит? Если он начал ухаживать за тобой, отправлял тебе огонечки, а тут мне огонечек отправил. Это значит знак внимания от Марата Мухина. Что это значит? Я у Это него спрошу. Да, что это какого значит? черта он мне огонечки отправляет? Это очень странно. Если он Гульи начал ухаживать за ней и отправлял огонечки, это значит знак ухаживания означает. Кстати, Достар, мы же очень важную тему чуть не упустили. Гулья же сделала себе груди, Достар. Вот груди. Вот с каким блогером бы я ни встречалась, все почти женщины-блогеры сделали себе груди. И Гулья не исключение. Так, что за мода пошла такая? Груди подтягивать. Подтягивай, там нет имплантов. Имплантов нет. Нету. У меня было как у тебя примерно. Сейчас у меня вот так. Как ты пошла на этот шаг? Как ты так? Легко. А что-то не пойти там? Или Я не тебе- боюсь их. Или тебе муж сказал, типа, Гулья, Нет, ну, никогда. ну, надо кое-что подтянуть. Что-то слишком обвисло до пояса. Так ничего не говорила? Нет. Нет, да? Сама решила? Конечно. Ага. И что, давай расскажи про операцию. Сколько стоит операция? Болезненная она или нет? Короче говоря, я когда забеременела, у меня груди вдруг вот так резко стали, Ага. большие. Именно Ага, когда родила, Как они... дояркой, короче. Меня обозвали дояркой. Кто-то раз Галян меня обозвала дояркой. Как доярка стала, значит. Когда Ага. родила ее, они еще больше стали. У меня сиськи были вообще огромные. Просто Да? у меня был лифчик один вот как Че, правда же, да, очень большие сиськи были. А как муж отреагировал на вот эти новые груди? Офигенные. Ой. Он сказал по-другому, конечно, он сказал офигенные. Я смягчаю. Ага. Офигенные. Прикиньте, офигенные, сказал Марату Мухину. Понравились новые груди Гульи Валиахметовой. А, кстати, а что ты фамилию не взяла мужа-то? Почему ты до сих пор Валиахметова? Почему не Мухина? Почему ты сейчас не Гулья Мухина? Я не поняла. Почему? Вообще, я всю жизнь думала, я не буду брать фамилию мужа. Всю жизнь думала имя. Ага. Но когда я замуж вышла, меня отговорили мои родственники, типа, возьми. Ирине будет приятно. Я говорю, я хорошо. Подписалась там. Подпишешь, знаешь, когда расписываешься. Пришло время менять паспорт. Через месяц я пошла менять паспорт. Поменяла паспорт на Мухину. И мне говорят, сейчас, типа, менять надо все. И загранпаспорт, Да, другие документы. да, А у меня в да. загранпаспорте американская виза стояла. И я Марату звоню. Я была в Нулате, в Казани. Я говорю, прикинь, говорю, мне сейчас надо все менять. Он говорит, ну если так сложно было, можно было и не менять фамилию, он мне сказал. Я говорю, что, серьезно? Он говорит, ну да. Я в этот же день или на следующий день пошла и обратно все вернула. Гулья немножко была после родов такой пышечкой. Кстати, ты пышечкой всегда была или после родов стала? Всегда была, получается. Нет, ну,
Да, я худой не была. Я была всегда в теле. Ага, ага. А потом с возрастом еще чуть-чуть. После родов я поправилась. Ага, еще сильнее, да? Да. Угу. И потом в какой момент ты решила сделать резекцию желудка? Сама не получалось, короче, похудеть, да? Сама. Я всю жизнь диета. Ага. Диету держишь, Ай. потом надо опять питаться, Ай, поддерживать не этот говори, блин, стресс. бесконечной диеты. И я всегда думала об этой операции. Ага. Я в сторис сказала, я говорю, сделать что ли эту операцию мне? Ага. Мне столько подписчиков написали, сделай, сделай, я тоже сделаю, я тоже. Вообще очень много людей Да. начали. Оказывается, все делают и просто не рассказывают никому. Да? И они все пишут, только у меня не выкладывают, у меня даже родственники не знают, у меня даже мама не знает. Прикинь? Кстати, я даже слышала историю, доктор, некоторые девушки-блогеры, которые проводят марафоны похудения, делают резекцию желудку, резко худеют, и потом начинают: марафон похудения, купи, посмотри, как я похудел, блин, никто так не может, сейчас я вас научу, и давай, от труда марафона похудения. Кстати, я знаю таких девчонок. Представляете, так что будьте аккуратны, когда покупаете марафоны похудения, доктор. Сколько стоит вообще? Где ты делала? 350 тоже, по-моему. 350 тысяч. Да. Ага. В Москве я Плюс это 30 тысяч я доплатила, чтобы была я в палате одна. Ага, ага. Все, я приехала, анализы взяли вечером. Все, они сами все сделали. На следующее утро мне... Это где, в Москве? В Москве. Я вот слышала, что в Дагестане делают дешевле. Почему 250. Да, почему ты в Дагестан не съездила? Ну, потому что я не ищу там, где дешево, я ищу там, где классно. А. Первые недели самые тяжелые. Прикинь, после Ага. операции именно. Ага. Только- Болит что-нибудь? Болит? Болела 2 дня где-то, внутри Мгм, болит, да, мгм, болела. мгм. Первую неделю только воду можно пить. Оно жидкое, то есть Ага. там бульон. А ты прикинь, Ага. аж за киле, ты же не наедаешься Ну бульоном. да, конечно. Это было очень тяжело, прям Мгм. очень. Меня спасал кисель и йогурт, А. потому что они такие Мгм, более-менее. мгм, мгм. Все, потом до 21 дня можно кушать эти пюреобразные ларь. Мгм, мгм. Ну вот я слышала, что надо все равно придерживаться диеты, это правда? Надо придерживаться. Мне даже мой хирург меня смотрит, он же видит, как я ем. Я Ага. же ем сейчас все просто. Ага. Он говорит: Гулия, так нельзя. Я говорю, если бы я могла Ага. питаться правильно, я бы в принципе не делала бы эту Да, операцию. да, действительно. Все, я ем. Я не А понимаю. тебя муж не отговаривал? Он не Главное, говорил там вот зачем? тебе, Гулия, ты что, Мама так отговаривала. А, мама отговаривала, да? У меня А мама- сейчас, наверное, мама твоя хочет сделать. Да, 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 да. Обычно так и бывает. Мама сейчас хочет сделать. но- Я играю на балалайке. Это самый русский инструмент. Я мечтаю жить на Ямайке. На Ямайке балалайк нет. И нету счастья в личной жизни. Проходят зря мои года. Ну где ж ты, принц мой заграничный? Приходи поскорее, я жду тебя. American boy, American joy, American boy for always time. American boy, уеду с тобой, Москва, прощай. American boy, ой-ой, уеду с тобой. American boy. Страсть к фильмам. Да. Откуда она появилась? Она что, и раньше была, что ли, страсть такая? Смотри, я же снимаю рилсы имя Мгм. в Инстаграм. Ага. И увидела, что идет набор на актерское мастерство. А мне как раз вот, мне не хватало вот этой техники. Ага. То есть я хочу сыграть, потом я смотрю, думаю, блин, это же не то, Да, что что-то я не хотела. так сыграла. Да, это не то, что я хотела, Ага, вот сейчас получила ага. результат. Вот я пошла на актерское мастерство. Мгм. В процессе я поняла, что мне это нравится. Он мне объясняет, сделай так, ты делаешь. Начало нравиться. И доктор до такой степени ей начало нравиться Гулия Валихметова, что она, доктор, сейчас решила вообще снимать фильмы, уйти от рилсов и снимать короткометражки и даже долгометражки. Долгометражки это правильно, нет? Полный метр. Полнометражки! И вот сейчас хотим снять полный метр. Мгм. Про что фильм хоть? Триллер. В Карелии, в Медвежьегорске, где снимали «Любовь и голуби». Там шикарная природа. Пригласи меня! Об этом, блин, Давай на какую-нибудь короткую роль, там какой-нибудь, там, Милька продавец, там, продуктового, там, местного магазинчика, Ладно. что-нибудь. Ну, хотя бы 5 минут такого пригласи.
Наращиваю ресницы, вижу Эйна. И мой мастер постоянно на телефоне. Эйна, прикинь, они ресницы наращивают, и все время телефон. Аллада нерседер yazar kuya, Аллада нерседер yazar kuya. Менің башым ямана. А я как бы человек не конфликтный, но я, короче, не выдержала. Я говорю, что вы говорю, постоянно говорю, телефон? Я говорю, уберите, говорю, телефон. Вот, ты менің башым янда тұрмасын. Ну, понимаешь, я лежу там, пью, возле уха. А он ведь с кем с Маратом переписывался. Смотри, она мне ресницы все нарастила. Она говорит, все, мы закончили. Я открываю глаза. Тут стоит друзья Марата. Там Данир, Миляша, еще одна пара там семейная, там, по-моему, еще кто-то был, Шары, там, знаешь, значит, все. А тут рядом Марат сидит. Нифига себе, он у тебя романтикой. Еще же неохота, когда ты встречаешь в таком виде особо показываться. И я говорю, она была мне... Чем, как тебе было приятно? Ну, конечно. И ты, конечно, сразу же растаяла и такая говоришь, да, Маратик, о, Марат, да, я твоя. Да? На веки вечный, да. Так сказала? Да. Да. А ты что сказала? Не надо подумать, да? Да, ну, может, подумать. Ты не хотела подумать, что ли? Нет, я- Он все-таки разведенный, а ты ни разу замужем не была. И у него, тем более, прицеп, ребенок еще был. А Начально. вот, кстати, почему ты до 30 лет дожила, да, и не была замужем? Мне вот это вот интересно. Как может такая богатая невеста, с таким богатым приданым, меня баши, да, такая шикарная женщина дожить до 30 лет и ни разу не выйти замуж? В чем дело было, я не поняла. Мне было страшно. Почему? Мне делали предложение. Я думаю, это насыпта, во-первых, Эш, ну не судьба, да. А во-вторых, может, я именно за них замуж не хотела стать. Но, в принципе, я боялась замуж выйти. Почему боялась? Потому что, ну, как будто бы для меня это клетка. Типа, меня закрыли. Ты, короче, боялась потерять свободу. Да. Ты, короче, очень свободолюбивый человек. Да. Да? А сейчас, вот, когда ты вышла замуж, сейчас что, ты не сидишь в клетке, что ли? Я не Что сижу, тебе? я постоянно езжу, где-то уезжаю. Да, кстати, доктор, между прочим, знаете, что я заметила? Вот когда я смотрю, Бог Гулии, да, она постоянно путешествует. Путешествует, между прочим, без мужа, представляете, ма? И вот мне интересно, тебя что, Марат не ревнует? Не всегда и с семьей тоже путешествую. Ну, в основном Вот. ты путешествуешь одна. Ну, знаешь, как у меня, вот последняя моя поездка, это была в Дубай, вот на днях прилетела имя. Загар, кстати. Да, очень классный загар. Очень классный загар. Это резко. Прикинь, вот я резко за один день. Я говорю, Марат, я говорю, хочу в Дубай, поехали. Ага. У меня просто неделя свободная. Мне там, иди поедем, а? Ага. Он говорит, я не могу сейчас. Ага. Я говорю, я сейчас хочу. Ага. Ну, он говорит, ну езжай тогда, ну поехала. Он тебя свободно отпускает. Получается, он тебя не ревнует, да? Я не знаю, ну нет, он меня не ревнует. Кстати, у меня отец тоже не ревнивый доктор. Абсолютно не ревнивый, но он меня одну не хочет отпускать никуда. А ты сама, мне кажется, не хочешь без него. Ну, потому что я могу в аэропорту потеряться. Я вообще нет, это, билеты там туда-сюда, я со мне мной. страшно. А ты не ревнуешь Марата к его бывшей жене? Диле, потому что я слышала, что они очень хорошо до сих пор дружат. Остались в дружеских отношениях с бывшей женой. Что он даже до сих пор ей пишет песни. И я даже читала в интервью, что он финансово до сих пор ей помогает. Это правда? Ты где видишь такую информацию? В смысле? Я вчера только прочла в интернете. Я не в курсе, что помогать ей финансово. Нет, ребенку. Прикиньте, доктор, она даже за Гулия не знала. Ребенку Дринда дает А. деньги. Они же до меня уже разошлись. Да. Значит, Но ты не ревнуешь его? нет, получается? вообще не сколько. К бывшей жене точно не ревнует, прям 1000 миллион %. Если еще каким-то к новым девушкам еще под вопросом, например, а зачем к бывшим ревновать? Что ревнует? Вот у тебя же Альберт тоже же разведенный. Ты ревнуешь к бывшей? Нет, не ревную, потому что я все-таки первая красотка Республики Башкортостан. Чего мне ревновать-то какой-то красавице бывшей жене? Стройной, красивой, губастой бывшей красавице жене. Что ревновать-то? Она мне в подметке не годится! А то, что вот с этой вы, Дили Нигматуллиной, сфоткались вдвоем, почему? Это что, ради хайпа или что там было? Или пиар какой-то Мы был? были в одном мероприятии. Ага. Я уже там была, она опоздала немножко, получается, задержалась, пришла. Я увидела, ну, мы поздоровались, привет, ну, познакомились. А, вы до этого не были знакомы? Мы с ней лично знакомы не были. Ага. И все, ну, там, что-то поболтали немножко, сфоткались. Все. А почему сфоткались? Почему? Она говорит, давай сфоткаемся вместе. А она предложила. Получается, да? Ну да. Ну, Марат что сказал? То, что ты с его бывшей женой фоткаешься. Марат сказал, молодцы. Да? Я Марат фотку потом отправила. Ага. А он что? Он говорит, молодцы. А как у тебя отношения с твоей падчерицей? Вот у меня тоже есть падчерица. С Афиной. Отличные. Отлично? Да. Нормально найти? Конечно. Она не было, контур тебя не понимала там? Типа, о, жена, родители развелись, обычно же дети против бывают. Она очень воспитанная, очень спокойная, адекватная. Вообще классная она, очень. Да? Терти мне очень нравится. Угу. Но она часто у вас бывает в гостях. И знаешь, инициатор это я. Я все время говорю, Марат, позови Софину. Конфликтов не было один раз. Один раз. Нет, Всё-таки ну как были, это всё-таки даже не были. конфликт же был. Ага, с кем? Давай. У нас был проект с Равилем Закировым, и
женщина огонь, получается, Гузель. Ага. Мы с ней дружили и дружим до сих пор, по сути. Ага. Она там выложила у себя в Инстаграм, что-то там какой-то отзыв не очень А тебе? о нашем туре, ну, что-то такое. Типа, мне жалко этих участников, ну, если это такое. А, я помню этот момент. Да. Да. И ты? Я просто отписалась от нее, по-моему, А. тогда. Ну, ты прикинь, вот я с тобой дружу, да? Да. У тебя проект. И я Ага. пишу просто ни с того, ни с сего в сторис. Типа, Ага. мне жалко ее, там, этих участников, или твоих учеников, Да. например. Мгм. Ну, как так это понимать? Ты отписалась. А она как Я ничего отреагировала? слова не сказала. Я не помню, как она отреагировала, а потом мы с ней там через какое-то время увиделись. Ну, мы с ней перестали, получается, общаться, но я ей не пишу, она мне не пишет. Ага. Все, у меня шундыгана была. И потом мы с ней увиделись в торговом центре, обнялись, целовались, как ни в чем не бывало, и все. Она тоже слышала, что ты встречалась со своим бывшим помощником. Встречалась? Она матерится до так. Она матерится до так. Ага. Материус. Решак какой-то. Это правда? Не встречалась, ты что гонишь? Ну что, так Мы с ним до говорят. сих пор дружим, общаемся. Вот мы с ним недавно в Дубай летали. Да ты чё, прикинь? Марат Мухин, присмотритесь. Это, между прочим, Ришат ухаживал бывший помощник за Гулией Валяхметовой. Не И она важно. почему-то с ним полетела в Дубай. Мы с ним дружим, прикинь, ему было 15 или 14 лет, а мне уже тогда было 25 лет, он младше меня, по-моему, на 10 лет. Он любит молодых, оказывается, Гулия Валяхметова. Нет, он как подружка даже, понимаешь? Даже... А, подружка. Решат, оказывается, подружка. Но почему-то я слышала информацию, что ты встречалась Нет. с бывшим своим помощником Решатом. А, может быть, знаешь что? Он же был моим помощником. Мне Ага. некоторые писали, это кто там, типа, ваш сын? Мне писали люди, это ваш сын. И я несколько раз в сторис писала, нет, это мой любовник. Может, оттуда, по приколу. Вот в чем дело. Сколько ты зарабатываешь в месяц? В целом, не только с блога, а вообще. Вообще. Сколько ты думаешь? Ну, я думаю, где-то 2-3 миллиона в месяц, да? Нет, Если у тебя аптека есть. меньше. Меньше 2 миллиона? В прошлом году было больше, да. Сейчас меньше. Ну, сколько примерно? 2 миллиона в месяц? 2 миллиона в месяц Дутар зарабатывает Гулия Валяхметова. Блог, аптека и так далее, фильмы туда-сюда. Кстати, на фильм она вкладывается только, да, получается. Гулия, у тебя есть какие-нибудь детские травмы? Вот у всех людей же есть детские травмы какие-то. Вот. И они, вот эти травмы, несут с собой до конца своих дней. Пока они проработают с психологами, эти травмы остаются. Вот у тебя есть какая-нибудь травма из детства? У меня есть из детства история одна не очень хорошая, которую я тоже никогда не рассказывала, ну, в блоге, да. Эксклюзив. Эксклюзив. Эксклюзивный эксклюзив. Вот я не знаю, травма, наверное, какая-то осталась, наверное, надо покопаться. В 5 классе сколько лет детям? Я была в 5 классе. Где ты? 4 я не училась, после 3-го 5. Сколько Не лет? знаю, лет 10, наверное. 10, наверное, да. Мы жили тогда в общежитии. Папа, мама, я и мой братишка младший. Он младше меня на 5,5 лет. Мама работала бухгалтером. Всю жизнь именно бухгалтер, она и сейчас тоже бухгалтерию свою ведет. Она поехала... Мы живем в Нурлате. Нурлат 200 километров от Казани. Мама поехала в Казань рано-рано утром, чтобы сдавать отчет. Они ездили раз в месяц или раз в квартал сдавать отчет. Мама уехала рано-рано, а папа уходил на работу в 7 часов утра. И Хайзер, папа уходит, одевает обувь, я стою, ну мы стоим, папу провожаем с братишкой. И соседка ходит. Ну, не буду имени говорить, пусть будет Алсуапа, да? Ей лет 45 тогда, наверное, было. Соседка ходит где? Ну, ну смотри, в общежитии ведь нет. А, вы в общежитии Мы жили? в общежитии, да. Такая, у нас одна комната, я не знаю, размером с Жили в этим общежитии. моя комната, как бы, да. И соседка. Это же как коридорчик такой, получается. Ладно, и вот там ходит соседка. И к ней пришел бывший ее муж. И вот она говорит, папа обувь одевает мой. И эта Алсуапа говорит моему папе, скажи, пожалуйста, говорит, ему, ну, просит моего папу сказать, чтобы моему бывшему мужу, чтобы, говорит, он ушел, пожалуйста, прям так говорит, прикинь. Хотя он адекватный, стоит, ничего такого не делал. И папа говорит ему, что случилось, что ты тут, типа, ходишь? Он говорит, нормально, все, видишь, типа, все хорошо, по-доброму. Они вообще не ругались, на самом деле все нормально было. Все, папа ушел на работу, дверь закрыли, я одеваю братишку, чтобы в садик его отвезти. Зима, понимаешь? И тут уже я уже в шубе, помню, кроличья шуба такая, знаешь, песцовую шапку тут хвостами, знаешь, братишку одела. И бремельная. Соседка кричит очень громко прям. Үтрелер, каткаргас, үтрелер, без конца просто, понимаешь? И тишина, и вот только ее голос, прикинь. И никто, блин, не выходит. А там же общежитие, знаешь, на такой длинный коридор. Да. Мы жили, кстати, в общежитии, поэтому я знаю, что это такое. И никто не выходит. И она кричит и кричит. И я теперь выхожу, тихонечко открываю дверь. И что я вижу, прикинь? Лежит на спине вот соседка, Суапа, уж так скажем, вот такими движениями, да? А сверху нее ее бывший муж такие движения делает, ты представляешь? Ножом на нее, представляешь? Вот так вот, просто без конца, вот так вот, ты прикинь. Ой, мамочки. Я это, короче, увидела.
Просто, я испугалась за своего братишку. Я думаю, думаю, сейчас, думаю, зайдут, нас убьют, Ага. братишку убьют, как свидетелей. Ай-яй-яй. Захожу домой, боюсь, вся трясусь. Блин, я ребенок, мне лет 10, наверное, было. Ага. Захожу, а там братишка, он же что там, лет 4, ну, 5, Ага. 4 года. Что-то там вякает, болтает. Я говорю, пожалуйста, молчи, мей там. А там же еще двери-то в общежитии. Да, Вот дверь тонкие. входная, тонкая, Мгм. картонная, терцянь. Мгм. И просто в шоке, понимаешь? И все, через какое-то время слышу звуки в коридоре. Все, люди начали ходить. Ага. Ну, братишку же надо в садик отвезти, мне же уже сказали, как бы, что, ну, что делать. Мне потом в школу надо еще идти, к обеду, на вторая смена. Прикинь, все, братишкой выходим. Ну, я сначала одна посмотрела на интервью, все, люди ходят. Мы выходим с братишкой, дверь закрываю. Получается, Алсу апа каким-то образом доползла возле нашей двери. Ну, в смысле, коридор да, и она. Хотя она была там где-то за 5 метров. Там Ага, где-то. ага. Вот так вот прислонилась к стене, вот так вот, глаза закрыты, вот так вот руки сложены, да, и просто лужи крови, лужи просто огромные. И вот вдоль всей этой длинной коридора мы идем с братишкой, и вот так вот кровь с лапты. Тут, получается, ее бывший муж ее убил, Ага. и руки, видимо, вытирал об стены, понимаешь, уходя. Я вообще в шоке с братишкой. Ну, люди ходят иногда там. И люди ходят просто. Ну, там, я не знаю, хаос какой-то, я не знаю. Ну, а что я сделаю? Я что да-да-да. сделаю? Там соседи все в шоке. Ага. Я, получается, ребенка отвела в садик, братишка, возвращаюсь, уже милиция, уже Алсуапа уже лежит, ее накрыли этим простыней, кровь, все дела. Ты прикинь, какой ужас. А у нее остался ребенок тоже, ну, меньше меня, наверное, возрастом. У нее был один сын. Меня следователь, наверное, уж, получается, допрашивал или опрашивал, я не знаю, как правильно. И прикинь, он меня спрашивает, тебе сколько лет? Я, например, говорю, 10. Говорит, какого года? Записывает. И прикинь, я не помню, какого я года. Это же какая-то, я просто в шоке. шок у тебя. Он говорит, ну как ты, он еще на меня наезжает, как ты не помнишь, какого ты года, ты в школе учишь, в каком классе? Я говорю, в таком. Нифига себе, следователь, бляха-муха. Ну, значит, говорит, ты 88-го или 87-го? Я вообще 87-го. Но я не помню, прикинь. Я такой всем в шоке. Я говорю, я не знаю, говорю, какой у меня, ну, 88 или 87. Вот, у меня же уже дыхаль был, да. Вот. Ну, я думаю, это, наверное, как-то отпечаталось в моей жизни, Ну, наверное. это всяко отпечаталось, потому что это капец такое увидеть в таком возрасте. Я не знаю. Потом папа рассказал, он, оказывается, Мне кажется, папа себя, наверное, винил, то, что этот... все может быть. Потому что папа говорит, я, говорит, иду на работу. Получается, за это время папа шел. Папа быстрыми шагами шел, Да. как бы большими, он всегда так большими шагами ходил всегда. Он убил и еще обогнал папу. Папа рассказывает потом. Я говорю, думаю, что, говорит, он, говорит, бежит, говорит, он, говорит, такой потерянный, говорит, просто, говорит, он, говорит, еще ударился об меня и убежал. То есть бежал он, понимаешь, да, тот убийца, получается. В итоге его посадили, там, не помню, например, на 14 лет, но он отсидел где-то полсрока. Он еще женился, прикинь. Я не знаю вообще, эта женщина знала, не знала, что он такой человек. Вот такие вот дела, вообще ужасная просто история такая. Научи себя влюбляться. Выбирай себя, эгоистка. Чё тебе стоит пожить чуть-чуть для